Ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Сюридика Хилма серии. Я вас всех приветствую у себя на канале. Друзья, сегодня собралось очень много вопросов, таких, которые часто задают, и постараюсь ответить на них, на все, что сегодня успею. Перед тем, как начать ролик, хотела сказать вам, что очередной товар пришел мне, просто шикарно. Вот на мне сейчас шапочка фиолетовая, но из-за того, что свет слабый, все равно плохо видно. И вот такие вот платья велюровые, разноцветные привезла. Они просто шикарные. Вот здесь как фонарик идет. Это новинка. Я, если честно, таких еще не видела. Очень-очень красивые, девочки. Вот с этой шапочкой подходит прям цвет. Вот тут немножко вот сжато идет, но очень-очень такие красивые платья. На них скоро будет обзор. Обязательно я сделаю обзор, покажу вам. Ну а сейчас начнем. Первый вопрос начнем, наверное, про что? Про дом и крышу, да? Ой, ты ж поздоровайся с людичками. Юрички, всем привет. Я иду к бабушке. А ты опять это платье нарядилась? С той стороны встань, стой. Стой. Ой, какая ты... осторожно, Софишка, у меня же здесь болит. А другой? Ты же осторожно себя веди. Ты скажи, который час сейчас? Время сколько? 10, 2. 10 тысяч? 10, 2. 10-2, да? Все, я пошла. Угу. Больше не приходи, ладно? Почему? Не мешай мне. Ты будешь А я стукать? не мешаю. Да? Ну хорошо, проходи. А куда я уже? Сейчас придет Виви, закрой двери. Про дом и крышу задавали вопрос. Я выставляла фотки. И у меня сережки новые, может, заметили. И там я выставляла цвета разные крыши. Именно шифер, да. Какой понравится больше, я вас спрашивала. Да, большинство написали коричневое, некоторые синее, некоторые морковный вот этот цвет, который сейчас, кстати, очень модный у нас в Чечне. Но мне это очень было интересно, да, конечно же, что скажет народ, прислушаться к мнениям, но хочу сказать, что коричневый однозначно нет, он мне очень надоел. Ай, кошка напугала, как прыгнула на коленку. Ты чё, кот? Ты так меня до инфаркта доведешь. Мне не нравится. Я и так хочу как-то все делать не так, как у всех, да, вот именно. И не в том плане, что там какое-то шикарство будет, нет. Чтобы не у всех, как вот инкубатор, я этого не люблю. Я хочу немножко по-другому, да. Вот шифер я выбрала цвет молочный. Я, знаете, видела это, как смотрится сочетание с таким кирпичом. И на заборах вот эти вот шапки тоже, вот идет забор такой, и на них вот с этого шифера вот такие вот, шапочки, да. Это настолько красиво смотрится, это настолько шикарно, я даже не ожидала, очень красиво. Я вот хочу только такой цвет. И потом же еще будет такой момент, ворота мы же будем подвигать, да, нужно будет арку делать между двумя домами, наравне будут стоять вот эти ворота, они у нас бордового цвета. То эти ворота тоже покрашу в такой цвет. Они не такие маркие, летом на них, когда пыль садится, не так уж видно сильно, что, мыть-то их по-любому мыть будем. Но от повседневной, когда вот жарко, машины ездят, пыль там, да, не так заметно на белом, да, вот как на черном. В общем, не то, что чисто белый, а вот такой молочно, со сливками, такой какой-то цвет. Типа как у меня кухня, да, вот цвет. Слоновая кость, или как она называется. Вот такой цвет шифер, он светлый, он совпадает с кирпичом, очень сочетается. И если поставить ворота и покрасить такой цвет, оно как бы вот такая слоновая кость, и даже краска идет, как перламутровая, да, переливается, то это очень-очень красиво смотрится. Вот. И дом тоже, и в доме тоже. Мне вот хочется такой образ создать, вот даже здесь на кухне, на столе, вот эти вот узоры с золотом, это все мне уже надоело. Я не хочу никакого золота. Я хочу вот мебель, чтобы была в доме, да, либо это будет полностью, к примеру, я говорю, слоновая кость,
либо это будет чисто белое, либо такая голубая бывает мебель, да, вот все такая вот капитально сделана, она голубая, то все там и шифоньер спальня голубой, шторы под цвет с голубыми рисунками по краям вот эти вот. Вот. Потом палас с голубым. Так же самое в кухне, мягкая мебель голубая, и кухня тоже как бы синий цвет. Но это я, к примеру, эти цвета бывают разные. То есть какой-то однотонный цвет, да, или матовый такой цвет, или вот как бы серый, или нежно такой грязно-голубой. Вот есть такие цвета, я вот уже примерно присматриваюсь, то вот все будет однотонно. Я не хочу больше никакого золота, все это, ну, мне это уже все надоело. Везде это все, везде это одинаково, и уже как бы поднадоело. Поэтому вот так вот. Киса, что нравится вам в людях? Ой, я несколько раз задавала этот вопрос, вы никогда на него не отвечаете. Что нравится и что не нравится в людях? Ой, ну это сложно задать. У каждого человека свой характер. Я тоже человек с характером. Я тоже не собой не всегда бываю довольна. Мне тоже иногда что-то сделаю, потом думаю, вот не надо было так делать. Вот не права я. Но я, знаете, мне в этой жизни тяжело было подниматься вообще, хотя я сейчас такого высокого-то и не достигла ничего еще, но все равно были много моментов, когда я тонула, поднималась, меня опять топили, потом опять поднималась, вот так вот, это все. Я никогда не забываю то добро, которое сделали для меня люди, да, я не хочу быть неблагодарной. Это самый главный такой момент в моей жизни. Это как для тебя люди сделали что-то, а ты про это забыла, да? Ты забыла и все. Очень сильно не люблю неблагодарность. Сама пытаюсь тоже, если мне человек что-то сделает, вот посылки готовят женщина с Германии, 2 огромные, а я уже тут сама себе думаю, что, ну, она говорит, Кис, у нас все есть, ничего не надо, но я все-таки, знаете, она заказала малиновое варенье, она говорит, что им ей уже надоело все там, это вот все, ну, того производства, да, немецкое, уже хочется вот обычных наших конфет каких-то, может, там с Украины или белорусских, да, там сгущенки, может, конфет разных, чая хорошего, малиновое варенье вот такое. Но это все, конечно, я покладу, куплю, это вообще без проблем. Но я хочу еще сделать сюрприз из посуды для нее. Она для меня много сделала. В этот раз посылку огромную отправила. И в этот раз отправляет много очень посылок. Там столько всего отправляет. Должно прийти. Водителя не можем найти, который заезжает в те места. Может, у кого знакомые есть, кто ездит в Германию и Бельгию, чтобы заехал на адрес, забрал. Вот именно там, где она живет, мало водителей, кто именно заезжает на этот адрес. Хотя я отправляю много посылок всегда. И в разные, и в Бельгию, и во Францию, но вот именно вот по адресу, по которому она живет, никто не едет. Ну, вот. Люди, которые, когда мне было тяжело, которые были со мной, которые меня поддерживали, я всегда буду это помнить и всегда буду стараться помочь. А люди, которые... Есть много людей, которые даже наоборот мешали мне в жизни, не давали ничего. И не то, что прям мешали, прямо сказать, вот, да, но вот не поддерживали меня, да. Все равно разговоры доходят, это все слышно бывает. Может быть, это хорошо, может быть, плохо говорят, надо забывать какие-то обиды, не надо или что-то. Я такой человек, который, я все это помню, я не забываю. Я не хочу с этими людьми скандалить, там что-то это. Я просто этих людей оставляю, и все. Как бы сказать, эта обида во мне живет, она не проходит почему-то. Вот. Просто я, не без скандала, без ничего, просто я этих людей оставляю, все, я не хочу ругаться, что-то доказывать, потому что у медали 2 стороны, в любом случае это, но я прекрасно знаю, и самое главное, люди, которые тебе в лицо по-нормальному, а потом в спину говорят другое. Это все равно я узнаю и слышу, кто-то передает все равно. В любом случае об этом узнаешь. И потом бывает очень обидно. И вот этот момент я никогда не могу простить. Никогда не могу простить, когда бьют ножом в спину сзади. Когда ты вот
Старайся в этой жизни, пытайся чего-то добиться. Изо всех сил просто постарайся. А тебе нож в спину тыкают, то этих людей я не прощаю. И самое главное, я не люблю ругаться, выяснять отношения, все. Не люблю это. Просто молча я оставляю этих людей с тем, что они наговорили, пусть это будет на их совести. Ну, вот так вот. Вот эта черта мне очень не нравится. Я считаю, что нужно сказать в глаза, чтобы ты не думал, сказать в глаза, нежели поза спиной сплетничать. Вот такое мое мнение. Там мы недавно, когда мама была в гостях, мы делали вареники. Сейчас, секунда. Сейчас, 1 секунда, если я, конечно же, найду. Если я найду. Могу бы не найти. Нашла. Нашла. И вот очень удобно в руках держать вот такие вот турецкие кружечки, из которых мы пьем чай. Очень удобные они такие. Это 6 штук я покупала. В них очень бывает вкусный чай. Хадижа, когда приезжает, пьет чай. Но они маленькие, их взять очень удобно, нежели большие стаканы. И мне нравится, когда варенички, пельменчики, когда это все аккуратненько, маленькое. И вот мама с Анжелой делали вареники, и вот так прокалывали. Там были грамотеи, которые уже, я не пойму, о таком я сейчас говорю. И даже эти разговоры до меня дошли. Это не то, что там писали в интернете, нет. Это уже на месте. И до меня дошли разговоры. Зачем такие маленькие вареники делают? И почему этими стаканами? Так вот, милые мои, если вы никогда в жизни нормально не делали вареники, то что с вами вообще говорить о чем-то? Никак не вам мне давать советы, либо обсуждать, как делать вареники. Если вы нормально их в жизни своей никогда не делали, а если сделаете, то вот такие вот, то это уже не вареники, они не извиняют, что это. Почему этим стаканом нельзя делать в тесте дырочки? Почему? Меня это очень сильно, мягко говоря, взбесило. Сидят и вот ждут, как бы за что прицепиться. Нормальный обычный стаканчик турецкий. Очень маленький, удобный. Почему бы ним не сделать вареники? Они получились маленькие, красивые. Я уверена, вы, кто это говорил, вы их в жизни никогда не делали. А если их делали, то, грубо говоря, жрать невозможно было. Языки свои, пожалуйста, придержите. Хорошо? А то слишком умные. Чем сидеть болтать, лучше бы заняли своей работой. Было бы лучше. Я, кстати, уверена, что они поймут, кого я имею в виду. Кого я имею в виду, да, да. По дому крышу-то сказала. Кстати, к нам приехала в гости супруга-племянница. Она, помните, летом к нам приезжала, Элиза. Она сейчас живет в Беркат-Юрте у старшего девера. У них семья, родители пока живут в Волгограде еще, но они уже там в Беркат-Юрте строятся. И она там устроилась на работу, тоже учитель русской литературы у нее. Вот, и тоже сейчас же у всех выходные, она к нам приехала. И, кстати, завтра, наверное, скорее всего, будет момент, приедет этот парень, наконец-то разберет нам мебель. Пока Элиза здесь, надо будет ее немножко припахать. Но я, конечно, ее благодарю за это. Просто, чтобы они с Анжелой помогли вот эту вещь. Я просто не могу пока таскать. Мне эта вещь таскать, перестановка, для меня это расплюнуть. Но просто я сейчас в том состоянии. Как мне нравится это платье. Смотрите, как красиво, да? И цвета разные, и с капюшоном есть. Столько новинок, девочки, вот эти вот дубайки пришли. Они просто шикарные, очень красивые. Очень смотрятся красиво. И внизу, кстати, тоже оборка. Внизу на платье тоже оборка вот такая вот. Ну, шикарно, очень красиво смотрит. Женственно. Женщина действительно похожа на женщину. Вот. И поэтому, если завтра должен этот парень прийти после обеда, то мы займемся этим делом. Все-таки решила. Меня это бесит. Во-первых, эта мебель изначально не была ровно сложена за счет того, что ящики нижние открываются некоторые, не все. Вот. И я бы хотела поменять местами, девочки. Я бы хотела кровать поставить там, где шифонер стоит. А как и раньше у меня другая мебель была, которая сейчас у свекрови. Я ее покупала много лет назад, коричневая. Она у меня стояла в спальне. Я бы хотела поменять местами, как вот раньше. Мне так хочется. Ну, посмотрим, он придет, что он скажет.
Если честно, тот комод спальный меня тоже бесит с зеркалом. И я так думаю спросить у него, куда его лучше убрать. Потому что, хоть и зеркал много, у бабушки в комнате зеркала, ванное зеркало. Вот утром на Анжеле на работу собирается проблема. И заходить в спальню, там у нас и косметика, все, да, когда все, София спит, всех будить. Вот такое место поставить, вот, например, если бы здесь в углу было место, хватило, я бы его поставила. Такое, оно белое бы под цвет подходило, и вот прийти, собраться, уйти куда-то в очень доступном месте. Но будет видно, может, ту комнату, где телевизор, в угол. Ну вот, как он, парень, посоветует, так вот сделаем завтра. Если он придет завтра, может быть, послезавтра, ну вот так вот. Так, про подарки, да. Сказала, Киса, вот вы столько показывали свадеб. Я выписываю эти вопросы, потому что мне потом, я забываю. Киса, вот вы столько показывали свадеб, где вы будете делать свадьбу сыну, если женить? И какое ваше мнение по поводу свадьбы? В ресторане, либо дома? Да, очень хороший вопрос. Я, кстати, люблю такие вопросы. Почему? Потому что эта тема мне всегда интересна. И как бы до сих пор я раздваивалась. Да, в ресторане очень красиво. Свадьба, мало того, что красиво все, тебе уже конкретно ничего делать не надо. Ты пришел, ты просто приветствуешь своих гостей, да, встречаешь, ты уже нарядился, все, ты уже оплатил все, ты уже за еду не переживаешь, все, всем готово, да. Просто ты встречаешь гостей и веселишься, да, в этом плюс. Минус в чем? Ресторана минус в чем? Ну, опять-таки, плюс вот эти вот дым пускают, вот эти вот взрывающие, вот эти вещества красивые, невестка встречает, Манана встречает невесту, это все красиво, это все взрывается, вот эти вот дым идет. Это все, конечно, очень красиво. Пусть оно и стоит денег, но оно очень красиво. И так как сын единственный, то, в принципе, можно было бы это устроить, когда до этого дела дойдет. Но больше плюсов дома. Если позволяет место, то дома. Во-первых, в ресторан больше выходит заплатить. За сам ресторан, за еду, за все это около 500 тысяч, а то и больше, потому что там дальше идет оператор, там же музыка, по-любому какого-то артиста приглашает, там же ведущий бывает. Вот это все оплачивается, все вот эти вот дым, там все такое, это все за каждое, все это нужно платить. И большой минус о том, что ведь у нас у чеченцев, как здесь в Чечне, не все люди поддерживают ресторанный вот этот момент. И не все туда приходят. Вот старики там и так далее. Да. Но есть такие люди, которые этого еще не понимают. Да. Все-таки раньше, когда открываются ворота, везде у тебя в домах, везде накрыты столы, во дворе столы стоят, то это куда приятнее. Да. Вот в этом дворе свадьба идет, это видно. А то раз собрались, в ресторан поехали, ворота закрыли, как бы здесь. Да, это уже 21 век, всем это понятно, но чеченцам не всем. И я соглашусь с этим. Почему? Потому что вот свадьбу отгуляли там во сколько? В 6, да, в 7, все, ресторан закрывается и чеши домой, да. Это если, может быть, у других каких-то наций, например, там вот у меня, например, на Украине сестра двоюродная замуж выходила, мы были, да, была свадьба в ресторане, 2 дня была в ресторане свадьба, то здесь делают 1 день. А на 2-й, 3-й, 4-й день у чеченцев едут поздравлять. А в ресторане назад ничего не отдают здесь. У нас там заловка делала свадьбу в Махачкале несколько раз. И им отдавали со свадьбы все. Прям повара заводят и говорят, вот честно, вот сколько еды. Мы в кастрюле все послаживали, голубцы, тефтели, салаты по вот этим вот, по коробочкам с крышкой. Все, манты там, все аккуратно сложено. Вот что осталось. И потом она, если хочет, она сама даст им немножко там фрукты, там где-то что-то мясного, где-то там рыба какая-то, да, то здесь не дают, здесь там дадут 2-3 банана, сок и все. А еды остается со свадьбы очень много, очень, потому что готовят много и остается много. То, конечно же, лучше делать эту свадьбу дома. Мы даже вот это Зара повар, мы с ней подсчитывали. Там вот столы как, 1 стол, сколько он там выходит? 10 тысяч или 8 со стульями. Большой стол и 8 стульев. Ну закажи ты эти даже 10-15 столов. Да пусть будет 20 даже. Да, зато вот, например, если этот дом построим, и там будут столы накрыты, в этом доме будут столы накрыты.
Во дворе под навесом будут столы накрыты, там, где трава зеленая, там расставят эти вот шатры красиво, все это. Как будет красиво, везде украсить, да, вот это свадебные шары навесить, чтобы во дворе была праздничная атмосфера свадьбы. Я вот очень, например, за этот момент сайдалмула, сайкан зудьявыч, хаз свадьбы дирду. Я знаю, что много похорон бывает, это все понятно. Халмадори Лоузер, например, Сомари и Анчайна. Каждую неделю шос косок видно Лоузер хылыр, свадьба хылыр, синқиерам хылыр, белхи хылыр, вайцец дол. О, молодежь, они уманс бал бац. Ишда им телефон чуабу, а цар кыгудирду. Кыгудирду цар. Лоузер цахылыч, синқиерам цахылыч, белхи цахылыч. Халкан чувачлю, я чувачу, юм дворгин цахом дац, ничего нету. Эц и велла, лажвелла, и хылла, лоузерхи, то ищат, яхду из действительно хаздация, цалула или знакомый, или юрта, ишти хылыч, свадьба, хазмадациис, но дала ишти промежуток выбрать, именно зудиалия, выбрать, чтобы без всего этого. Раз в году, раз в жизни бы я лощац изуд, я лечу сунам лярса кантон хаз нормально, хаз лоузер, да, чтоб хаз молодежь, хабях, хаз адоуш сер. Лясун, например. Телефон чуабу бах, телефон чурабуш, кацар худирду. Мич урбуешь. Например, окведна, мич урю, ант мич куда? Вогметтиг маят совершенно. Так, телефон чуахца хлыч, худирду. А там лоузер хлычи, синқиерам хлычи, хлычица, мероприятие хлычи, иш урбар, иш оку, телефон чуа и бацер. Так, иш мадеис, сун чуоля, а сей промежуток выбрать, на сей кантон хаз далмула, со живой ела зисса наксон. Хаз страшный умца хлычи, обязательно хаз то идешь, хаз молодежи саму адохш. Иш лясон, у родника поехать, то все. Я уже забыла, как я вошла в образ и начала все говорить по-чеченски. Я говорю, что если я сына буду женить, то у меня обязательно будет свадьба с танцами, со всем этим, потому что сейчас, говорят, это там то-то случилось, там то случилось. Да, этот момент переждать нужно. Я не говорю, что не нужно. Конечно же, это некрасиво, если по соседству где-то похороны или у родственника устроить свадьбу, в смысле, танцы. Но именно я хочу вот выбрать момент, когда ничего не будет, когда уже стабильность. И да, мула, перед этим днем не угадать дылармадации, расоваться, если кто-то умрет. Но я постараюсь, чтобы это изо всех своих сил, потому что обед сахалчи, я хочу, чтобы ему память была на всю жизнь. Вот про это я говорила. А мы уделяемся то, что молодежь сидит в телефоне. Я говорю, а что они будут делать? Раньше эти мероприятия были. У нас вот эти вот белхи были, когда собираются там кукурузу, делали так, шинкали кукурузу, там другие там попор мазали на стены, вот глину на крыше мазали, тоже молодежь собирались, весело было. То есть, например, у нас крышу будут мазать, да, вот белхи собираем. Белхи — это когда бесплатно приходят помогать. В тот день мы все готовим, разную еду готовим, все. Молодежь там веселится, смеются, этой глиной друг на друга кидаются. Даже когда я замуж вышла, этот момент был, я даже ходила на эти белхи, мы с супругом, мы присутствовали. Вот. Это очень интересно. Потом вся молодежь садятся за стол, какой-то парень девушку впервые видит, там знакомятся, шутят. Это же хазлыкма, да? Дацинц? Да, нету. Вот. То я, конечно же, вернусь к этому, свадьбу лучше делать дома, да, потому что на второй, на третий день борбунах шорт. А тигарда, ям шорт харю, ям шорт, вис много остается еды. Царасал чувен, чун ям харю. И момент очень инц. Соподружки Канзудялина, старшая медсестра Канзудялина, до это ягнер со свадьбы. Тёвзина свадьбе хыласо, юх семашка свадьбе хыласо. Шорт ям юсбах, инзаре шорт ям моюс. Так, хари старание свадьбичи и цехол. Из еды много остается, если дома готовишься. Вот Зара, поваров я найму себе. Их 4 человека, они мне тут все сделают, все, что надо. Я столы, стулья заказала,
продукты, они все досконально дают список, все, что нужно купить. Все, ты купил, они мне здесь все приготовят. Все. И пускай люди приходят, пускай ворота открываются, пускай в доме, во дворе танцы будут вот здесь между двумя домами, пускай шарики, пускай весело, пускай пройдет веселая, хорошая свадьба. Вайделадил дюссюрду гардюне. Инцмекшдац, хармекшдац, все это говорят, да, может быть. Ну, халхмадвор раньше же делали. Я считаю, пускай молодежь лучше повеселиться на свадьбе, чем будет сидеть в телефонах, заниматься чем-то ненужным. Вот такой момент. Ай. Девочки, я тут еще просто дизы в скобочку поставила, чтобы вспомнить эту тему. Насчет дизел. Начинающие блогеры, кто заказывает рекламу, и вообще очень сильно удивляются и обижаются. Там, ой, киса, я вроде бы ничего плохого не показала. Там то готовка, то что. Ой, дизлайков 5 поставили, дизлайка 2 поставили. И они так это воспринимают. Девочки, блогеры, начинающие. Не воспринимайте плохо дизлайки. Лайк, либо дизлайк. Это вы зайдите вот в Google, пробейте, даже скажет. Это продвижение канала вашего. Понимаете? Я никогда в жизни не пойму человека, который поставил дизлайк и думает, что он что-то сделал каналу плохо. Нет, конечно. Лайк или дизлайк – это продвижение канала. Ютубу все равно, нравится тебе, не нравится. Ютубу главное активность, да? То, что человек зашел, он смотрел, понимаете, он смотрел. Вот что главное для Ютуба, чтобы каналу было внимание, чтобы ему за счет этого рассматривали. Ютубу от этого хорошо, конечно. Не обижайтесь вы на эти дизлайки, пускай ставят, они правда ни на что не влияют, девочки. Вот, ну, вот много мне, я все время хотела этот вопрос поднять и все время забывала. Например, в моей жизни есть такие люди, блогеры, да, есть, которые мне не нравятся. Я не единожды говорила, клянусь Аллахом, я на них и не была подписана, они иногда высвечивались. Я сделала так, что мне их видео не высвечиваются. Я клянусь Аллахом, я даже не смотрю их, не говоря о том, что ставить диз. Зачем? Смысл какой ставить диз, если это продвигает канал? Это любой лайк, дизлайк. Он не надо на это беда, пусть ставит. Ваш канал этим самым продвигается. Мне совершенно непонятно того человека, который забежал трясущими руками, думает, сейчас я диз поставлю. И чё? И чё? Ютубу все равно. Ты поставил, ты отреагировал, ты смотрел. Вот что ему надо. Все. Поэтому не обижайтесь, будут дизлайки. У людей разные мнения бывают. А бывает даже просто человеку не понравилось, он поставил дизлайк. Но это не говорит о том, что даже у самых раскрученных блогеров, у которых там супер классный рецепт или что-то очень красивое показывает, красивая профессиональная съемка, и там много дизов. Чем больше канал как сказать, развивается, тем больше дизел. Понимаете, люди... Есть кому нравится, кто от противности, но они плохо не влияют на ваш канал совершенно, понимаете? Поэтому даже не обращайте на это внимания. И еще такой момент хотела рассказать вам про бизнес в Турции. Девочки, одна женщина, она сведена, видно, видят, живут они в Стамбуле, прям в центре, в Турции, давно. У них вот эта вот фирма есть, по которой отправляют грузы. Вот. Они с мужем живут, они давно там, у нее там и свекровь, все, они этим занимаются. У них конкретная фирма, которая, вот, например, человек заказал груз, да, например, там, ну, кто занимается торгаши мебели, это шубы, там, одежда, детские вещи, все это. А вот к ним привозят доставка, да, вот такая фирма есть. Вот эта женщина мне предлагает заняться этим делом. И она меня очень привлекла. Она вот говорит, киса, я тебе дам номер телефона, ты давай быстро делай свой паспорт, загранпаспорт. Приезжай в Стамбул, я тебя покажу, проведу по всем местам, по всем, даже по фабрикам, где это все делается, где производятся эти вещи, где все с самого начала, это все по оптовым ценам. Ты сможешь и товар привозить домой, так как ты живешь в Чечне, ты можешь привозить товар себе и торговать, красивые вещи, и заниматься грузами. Например, какие-то торгаши заказали, там, мебель, там, либо богатых людей очень много в Чечне, да. Есть такие люди, которые люстру берут одну за 400 тысяч, за 500 тысяч, да.
Ты можешь ее найти там, например, за 100 тысяч, а продать за 200 тысяч. То есть на одной люстре может только заработать. То есть мы там живем, мы этим занимаемся. Есть люди, которые хотят, приехали, у них денег девать некуда, именно хорошую вещь купить. А так как ты знаешь места, где они не знают, они приезжие так знают базар и все. Вот и места, где именно подешевле. Вот, и она мне предлагает этим заняться. И, кстати, хорошая идея, я прям загорелась, я уже не могу сидеть. И я уже бежала сегодня туда, мне уже не могу остановиться, мне очень хочется этим заняться. Во-первых, мне хочется посетить Стамбул, поснимать это все. Мне хочется съездить в то место, где снимался сериал «Ветреный». Все там поснимать, показать, побывать, прикоснуться ко всему. Но мне интересно это, ну, хочется мне. А супруга говорит, там, где «Интугру» снимал, туда тоже поезжай, ему нравится «Интугру» фильм. Я говорю, я его никогда не смотрела, я туда не поеду. Мне вот «Ветреный» очень понравился фильм, я уже его второй раз смотрю. Ну так, когда время есть. Вот мне хочется побывать в Стамбуле, поесть вот этих сладостей вкусных, всей их вот этой вот пищи поесть, поснимать все хочется, везде походить, все. Она говорит, я знаю всю Турцию, Стамбул, как свои 5 пальцев, я тебя везде походим, мечеть в Стамбуле, вот это вот все, вот это вот, где люди отдыхают, вот какие-то старинные здания, вообще базары, все это. Ой, мне кажется, я бы спать не ложилась бы. Ночной Стамбул, да вообще. Для меня это очень интересно. Иншаллах, на все воля Всевышнего, но этим я обязательно займусь, да, поставкой товара, и уже буду привозить с Турции вещи сама, прямая поставка, вот это вот и посуда, это ОМС, и все любая другая посуда, все это в Турции есть, все это очень красивое, разнообразие вообще огромнейшее. Она мне снимала несколько магазинов, я просто в шоке была. Я даже у нас на оптовых рынках такой посуды красивой не видела, и вещей таких не видела. Это просто заглядение. Она говорит, просто не все люди знают про эти точки. И вот она обещала повезти меня, так что и вас буду радовать, буду все привозить. Цены будут приемлемые. Загонять я не буду, потому что мне главное, чтобы продвигался мой бизнес. Мне гораздо легче сделать дешевле, но потом еще привезти, нежели поставить цену большую, чтобы меня никто не брал, чтобы товар лежал. Главное, чтобы процесс шел. Вот, девочки, ну я сегодня не буду много записывать, конечно, вопросы еще остались, но уже время 32-25 минут, оно просто еще сегодня должно загрузиться. Вы задавайте вопросы, которые вас интересуют. Я еще сделаю ролик, может, послезавтра. Завтра у нас вот эта уборка, наверное, будет шифонер, все это будем выносить. Потом супруг с рейса приедет, опять продолжаем, быстро нужно крышу накрыть, приедут его и племянники, и все родственники обещали приехать. В общем, нужно добить эту крышу. Вот, до зимы я вот хотела бы крышу накрыть и арку поставить между домами, а остальное все уже с весны как бы. Но может зима будет такая, что позволит это все делать в течение года, но будем посмотреть. Но для меня сейчас главное, чтобы я пришла в себя, чтобы я уже стала нормально ходить и бегать. Мне вот поднимать ничего тяжелого нельзя. Но я думаю, если я буду делать загранпаспорт, я, наверное, сделаю Висхану, чтобы Висхан со мной ездил, потому что он мне должен помогать. Анжела-то не может, потому что она работает, но когда каникулы будут, мы поедем. Я тоже хотела ей прибарахлить ее немного, обновить гардероб, скажем так. Вот. Но сейчас самое главное, конечно, все средства вкладывать в дом, чтобы поскорее мы перешли, чтобы я поскорее могла здесь открыть свой магазин. То есть вы поняли, с той стороны будет вход, видите, вот так видно, что шапочка фиолетовая. С той стороны будет вход в дом, где шифоньер стоит. И вот эти 2 комнаты, где у меня там печка, которая стоит, стена, ее полностью убрать и сделать такой длинный магазин. Там супруг сказал, материал купит, сам полки мне сделает, все. Ну, в общем, мне надо поскорее переехать в тот дом и побыстрее сделать магазин. Кухня у нас останется здесь, кушать мы будем здесь, потому что это огромная комната. Эту кухню я снимать не буду, она уже здесь стоит. Туда тоже я куплю кухонную, но там у нас такие мероприятия будут. Там Марханш, праздники какие-то, там Зудиалыш, Нуцвохш, вот эти события будут в новом доме. А здесь повседневная наша жизнь. Кушать мы все будем здесь. Все, стол, кухонное, все здесь остается. Вот потому что это самое... Ну, я не хочу тащить туда эту кухню. Она уже хорошо стоит. И тем более я хотела в новый дом уже другую кухню. Все у меня там будет как бы под цвет, да. Будь это нежно-голубой, будь это серый, или будь это чисто-чисто белый.
Вот как холодильник может. Вот такие цвета будут однотонные, без всякого золота. Вот, девочки, на этом буду заканчивать. Поэтому вопросы, какие вы хотите задавать, задавайте, пожалуйста. Мы будем отвечать на эти вопросы по мере возможности. Кстати, я еще хотела, девочки, когда я поеду в Турцию, я еще хотела заняться золотом тоже. Я уже занималась золотом. Я раньше возила к маме в Ростовскую область золото и там продавала. Ну, конечно, не в больших количествах, но на 400, на 500 тысяч так у меня бывало золото. Вот. И сейчас я тоже хотела, раз я поеду в Турцию, посмотрю цены, там, ну, дешевле золото, конечно, намного, чем у нас тут в Чечне. А я бы хотела заниматься в комплекты, там, цепочки, все это очень большой. И главное, там шикарный выбор этого золота, всего тоже этим бы хотела заняться. Может быть, норковые шубы, золото, вот такие вот. Ну, посмотрим там. Мне просто, чтобы поменьше таскать этого груза, вот что-то такое, да, вот такое хорошее, что человек возьмет и будет пользоваться ним много лет, и на чем можно заработать, и это все. Там потом, когда магазин открою, все, что надо будет, все я это через налоговую все сделаю, чтобы у меня уже свободно был доступ, чтобы я могла все покупать, продавать, все как предприниматель там или как вот это все сделаю, конечно же. Ну вот такие вот дела, девочки. Вот и все, что хотела вам рассказать. Вопросы у меня еще есть, но это в другой раз, потому что видео не успеет загрузиться. Очень долго будет грузиться. Девочка, по поводу платья. Цвета разные. Не очень красиво. Сейчас постараюсь показать вам издалека. Вот такая вот оборка, видите? И вот такое вот оно красивое. Очень красиво смотрится. Вот это на мне сейчас 54 размер. Поэтому я покажу обзор. У меня еще есть с капюшоном платья. Я без рукавки новые, красивые привезла. Необычно уже, типа как пуховики. То посмотрите, будете заказывать. Это новинки. Я правда таких не видела. Но согласитесь, как шикарно смотрится. Ни цепочки, не надо, ничего. Здесь все на своих местах уже. Все, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. За дизлайки не обижаюсь, потому что я объяснила. Это продвигает канал. Я вас всех очень люблю и уважаю. Адикюэл. Нохче. Шундал сидуэл визиндел. Шундересхел. Среди вас волчья стая, вой по волчьи. Среди вас сочува ирсириехшо. Дел дяю Аллахан гуштукес. Шундал сидуэл нохче. Дал сидуэл шувизиндел. Дел ресхелил шувизиндел. За то, что вы меня приняли. На работе девочки пишут, тоже, кстати, хотят прийти ко мне, говорят, Кис, боимся к тебе идти, потому что мало ли мы в больнице, может, какую-то болезнь принесем, там, ну, это ж ковид, все это, но вчера тоже связались, благодарили, я ж пледы отнесла, Висхан отвез пледы, те, что я заказывала, очень благодарили, вообще всем все понравилось. Очень, ну, сказали, вот придут на днях все равно в гости. Уже ждали, как ты немножко окрепнешь, старшая медсестра, за отделением, все эти. Конечно же, для меня это большая честь, то, что со мной люди считаются, то, что меня уважают в коллективе. Другая женщина, она с ребенком уехала в Москву, у нее там внучка болеет, она тоже со мной связалась, говорит, Киса, будешь дома сколько надо, мы будем за тебя работать без проблем. Восстанавливайся, набирайся сил, а мы будем смены твои по очереди дежурить. То есть для меня, конечно же, это большая помощь. Когда коллектив, такое уважение, в одном селе живем, и старшая медсестра меня любит, уважает, и зав. Отделением очень сильно меня любит, уважает. Для меня это, конечно же, мне это очень приятно. Ну вот как-то так. На этой приятной ноте заканчиваем сегодняшний выпуск. Всем большое спасибо. Я вас всех люблю и уважаю. Вы все у меня молодцы. Всегда поддерживаете меня. Спасибо за ваши отзывы. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до свидания.